Чеченцы почитают себя равными всем князьям в мире и не признают над собой никакой власти. Все, что принадлежит к чеченскому племени, выселенцы из Ичкерии, с верховьев Аргуна, составляет один общий класс людей, вольных, без подразделений на дворян или на князей. Мы все уздени, говорят чеченцы, принимая это слово в этимологическом значении, то есть люди, зависящие от самих себя. Уздень у некоторых народов Кавказа этим словом обозначали аристократов, то есть свободных людей. И все чеченцы, разумеется, считали себя узденями, то есть свободными людьми аристократического духа. Таков был менталитет каждого чеченца, даже если он жил на отшибе с семьей, имея скудное хозяйство. Сами же чеченцы называют себя узденями, дворянами и стараются оправдать это название честностью и твердостью в слове. Аристократизм – это было их состояние души и мысли. Уздень по-чеченски – это уэзд. Уэзд означает достойно, прилично, подобающе, культурно, как бы подчеркивая, что эти возвышенные качества свойственны только свободным людям. И поэтому чеченцы и поныне, когда кто-то ведет себя неподобающим, вызывающим и непристойным образом, например, некрасиво выражается и так далее, говорят ему «уэздлил», то есть «веди себя достойно, прилично», что в более прямом значении означает «веди себя как свободный человек, как аристократ, а не как презренный раб». Если мы изучим обычаи чеченцев, то поймем, что многие обычаи и традиции, нормы и правила поведения имеют непосредственное отношение к классическому аристократизму, в том числе и в европейском его значении. Кто-то сказал, что аристократизм – это когда девушка сидит на стуле ровно, даже если у нее затекла спина и ей хочется сидеть в развалочку. То есть это сдержанность в поведении. Подобными же требованиями к мужчинам и женщинам пронизана вся чеченская культура и этикет. Так как в этом обществе рабство в сознании всего народа всегда считалось чем-то низменным и презренным, царская Россия, у которой было крепостное право, нечем было прельстить чеченцев, но напротив, нередко сами солдаты этой империи, желающие вздохнуть воздух свободы и равенства, переходили на сторону чеченцев, о чем писал сам Ермолов. Даже наши солдаты бегут именно в Чечню. Их привлекают туда совершенное равноправие и равенство чеченцев. В одном западном фильме прозвучали такие слова, что свобода – это дар, который может принять не каждый. Свобода – это дар, который чеченцы приняли со всей ответственностью и во имя которого они сражались веками. Дар, который они поняли, осознали и оценили должным образом.